Гудаутский ковидный госпиталь. Сюда с самого начала пандемии привозят заболевших коронавирусной инфекцией со всех районов республики. Врачи работают практически без выходных, затем уходя на самоизоляцию и вновь возвращаясь в стены больницы. На сегодняшний день в ковид-центре около 150 человек. Куда сейчас? На 4-й этаж. А это для чего? Вы для капельниц? Да. Это в инфекционное отделение вы идете? Да. На время пандемии больница стала для нас вторым домом, говорят врачи Гудаутского ковид-центра. Некоторые из них в суете даже не заметили, как за окнами сменились 3 времени года. Вы на самоизоляцию как-то уходите? Нет, на самоизоляции вообще ни один день не было. Как началась вот эта вот эпидемия у нас, с первого дня, и мы работали вообще обычной жизнью. Началась эпидемия, мы никуда не уходили. Никакая ни изоляция, ничего, даже близко не. И хотим не уходить, никакую не изоляцию. Чем можем, помогаем. Получается, вы практически здесь живете. Да, ну, вот наш второй дом – это больница. А вы домой как попадаете? Я вообще живу в деревне, езжу вот так вот, стою стопом на трассе. Каждый день, да? Каждый божий день. А с какой вы деревни? Я с Черной речки. Этери Барас работает в больнице на станции переливания крови с 1972 года. Однако с начала пандемии старается оказать помощь там, где нужна. По возможности сейчас, в данный момент, мы помогаем. И в аптеке помогаю, и в хирургии помогаю. Хожу, где могу. Я не могу так сидеть просто. Мы всю жизнь проработали так. И во время войны мы точно так же были сплочены. Все вместе и помогали. И у нас как-то все шло быстро. Ну, по возможности. Что можем, тем помогаем. Заведующая больничной аптекой Лариса Званбая работает в больнице более 40 лет. Фармацевт может покинуть госпиталь лишь на несколько часов. Я почти здесь нахожусь, дома вообще не бывает. Ночью вызывают, днем вызывают, в Сухуми езжу. Всем раздаю по отделениям то, что им полагается, что им нужно. По требованию выписывают, вот и дают. А вот вы домой как попадаете? Дома практически не бываете? Практически не бываю дома. Бываю, наверное, целый час-два. А вы где живете? Здесь в городе. Как у вас день проходит? Но я вот должна всех отпустить, все отделения. Они раньше, когда в нормальное время мы как-то вот в нормальной жизни, мы через день у меня лекарства получали. Сейчас у меня просто объемно, как это было в 92-93 годах, то же самое у меня сейчас. Я должна все выдать, потом еду в Сухум, загружаюсь также полной газели, приезжаю, выгружаюсь, раскладываю, вот даже не успела вчера разложиться, раскладываю и только ухожу домой в 9 часов. Вы когда... 9 часов пришла, меня могут в 11-12 вызвать снова. На момент нашей съемки в больнице проходили лечение 149 человек. Пока мы находились там, в госпиталь привезли еще 2. 19 человек находятся в тяжелом состоянии, 53 пациента средней степени тяжести. Среди них 3 детей. По данным на 2 октября по республике зафиксировано 13 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Основной корпус инфекционного отделения, вот он практически переполнен. Все койки, все 45 коек заняты. Там проходит лечение именно вот тяжелые и среднетяжелые пациенты. 1 октября на помощь врачам Гудаутской ЦРБ прибыла бригада медиков из Башкирии в составе 6 человек. Они уже приступили к работе в так называемой красной зоне. И это действительно большая подмога. Прекрасно они работают. Приехали они на 20 дней, может чуть больше. Затем будет ротация. То есть это не последняя группа докторов, и будет ротация, уже приедет следующая группа. Но это в соответствии с нашими договоренностями с Минздравом России. Бригады врачей для работы в Гудаутском госпитале формируются во всех больницах республики. Отработав 7 дней в ковид-центре, медики уходят на самоизоляцию. Учитывая, что количество больных увеличивается с каждым днем, существует проблема нехватки специалистов. В скором времени к работе в госпитале будут привлечены и выпускники Сухумского медицинского колледжа. Сейчас они проходят соответствующую подготовку. Кроме того, мы обратились также и в Минздрав России с тем, чтобы они помогли нам и сестринским составом. То есть вот когда бригады выезжали, допустим, в другие страны, у них были комплексные бригады.
Это врачи, медсестры, то есть специалисты разного уровня. Поэтому мы хотели бы вот именно в таком плане сотрудничать. Но я думаю, что этот вопрос будет решен. Гудаутская районная больница рассчитана на 250 коек. На данный момент идет работа по дополнительному созданию койко-мест и в других стационарах республики. По словам Тамаза Цахнаки, запущенный недавно КТ-аппарат облегчил работу в ковид-центре. Вчера практически весь день проходило исследование. Достаточно большая группа пациентов, причем и стационарных, и амбулаторных. Это значительно улучшило качество диагностики именно вот ковид-ассоциированной пневмонии. И, соответственно, и это позволит и более точечно проводить все необходимые лечебные мероприятия, корректировать назначение, отслеживать динамику заболевания и так далее, и так далее. Сейчас мы дополнительно разворачиваем койки в других больницах, в частности, в Гагарской больнице, в Ачамчирской больнице, ну и в Сухуми на базе инфекционной больницы, где мы можем их дополнительно оснастить необходимым оборудованием, которое поступит к нам во вторник. Вот. И, соответственно, больных принимать они смогут вот в состоянии относительно удовлетворительном, либо средне-тяжелым, но стабильным. А в Гудауте будут проходить исключительно вот именно тяжело больные. В день здесь стали обследовать значительно больше пациентов, как стационарно, так и амбулаторно. Что касается решения вопроса централизации подачи кислорода больным, то работа в этом направлении начнется в ближайшее время и займет около 3 недель. Кислородные баллоны, они есть, заправляются в соответствующей станции, вот, но в соответствии с указанием президента, вот, Министерство финансов нас сегодня профинансировало по части централизации вот, подачи кислорода. Мы уже отработали этот контракт. Люди буквально завтра готовы приступить уже к работе. То есть они произведут закуп необходимых расходных материалов. Мы подведем их в каждую палату реанимации. Вот, и, соответственно, там будет установлена кислородная рампа на первом этапе. Это значительно облегчит работу персоналу, чтобы они не носили вот эти кислородные баллоны по коридорам и палатам. А в будущем мы рассматриваем вопрос значит, и кислородной станции в том числе, для того, чтобы здесь непосредственно на базе больницы. На сегодняшний день больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами. Лечение больных в ковид-центре полностью финансируется государством. Государство полностью берет на себя значит, лечение ковидных пациентов. Это лекарственные препараты, это необходимое оборудование, это тест-системы, это лабораторное обследование пациентов, те, которые находятся в госпитале и те, которые находятся на дому. Необходимость возникла в дополнительном оснащении концентраторами кислорода. Те люди, которые значит, необходимо значит, дополнительно подавать кислород. Данное решение значит, было уже принято нами, буквально вторник, среда. Значит, данные концентраторы в количестве до 30 штук прибудут с России. В ковид-госпитале на сегодняшний день используется 21 аппарат ИВЛ. И все же одна из главных проблем в госпитале – нехватка рук, в частности, младшего медперсонала. Несмотря на призыв Минздрава к волонтерству, желающих хоть чем-то помочь врачам пока нет. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.